Добрый вечер. В эфире региональные вести. Студия Лариса Шамаева. В начале главных тем. Лица помощи. Только на этой улице селения Ведено региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова возвел 3 дома. Герои истории регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Работа кипит даже ночью. Здесь ночь ничем не отличается от дня. За моей спиной работа в самом разгаре. Возведение 5-го района имени Владимира Путина идет полным ходом. Грация, скорость, мастерство. Только престижные рейтинговые баллы, но и внушительная сумма – почти 500 000 рублей. На ипподроме имени Саид Хусейна Закаева сезон скачек в самом разгаре. Милосердие без границ. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает традиции добрых дел. В рамках очередной благотворительной акции оказана материальная помощь семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Медина Мударова расскажет подробнее, какая поддержка была представлена. Остаться без кормильца страшно. Оказание поддержки таким людям является одним из богоугодных одеяний. В рамках очередной благотворительной акции региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал финансовую поддержку семьям сотрудников погибших при участии в специальной военной операции. Акция прошла во всех районах республики. Takuşun daha diyorsa bol bir bu. Eswa ve kavuştu beri kalın bolsbol. Dalta kanıyetan boyun. İşte yalışo qarzal berişne ve mekdasa şona basılmış hadayetin axşu daltuni qobuldu niyet madu ve qom diyere. Доброта и забота о тех, кто нуждается в поддержке, стали основными принципами благотворительной организации. Президент фонда Аймани Несиевна, как и всегда, заботится о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Такое внимание от руководства жители приняли с благодарностью. Чтобы оказать поддержку нуждающимся, у фонда нет границ. Он приходит в каждый дом, где действительно ждут ее. Деятельность регионального общественного фонда уже давно стала наглядным примером того, что доброта и сострадание могут изменить жизнь к лучшему. В регионе и даже далеко за его пределами нет ни одного человека, который бы не знал о деятельности благотворительной организации. Она оказывает самую разную помощь, начиная от продовольственной и заканчивая решением жилищных вопросов. Медина Мударова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. В рамках нее во всех районах республики было роздано 69 тысяч кур, 207 буханок хлеба. Помощь оказали малоимущим семьям. Подобная благотворительность организации оказывается на постоянной основе всем нуждающимся. Люди выражают благодарность Аймани Несиевне за столь значимую поддержку и заботу, которая помогает им в трудные периоды жизни. يرى ساعة يزج خيان شو عنيست الله دو محرم بوت دانا دل أخبتن شو حساء دلر أخشوا عبادة در دانا عاشورا دين عمار خبر دان شيء شو عدوق بلغش ديك بلغش بيلقل بيقن دان بش بطابوت بو ومخ داس دان دا يمنا دان مسكشنا عن اشتساع دوق سير دوق خوش دان حدي أنا دو لقل وسيلة خلوج الله دا يد إدي أنش بوسول ميا كل شرس ومخ دا ومخ قبول بوسول ما دا لقل بيل ده لسا ده يسا قاچو دون مسكشنه دوك حاستا ومخ ده وين لات ديله.
Добрые дела не остаются незамеченными. В честь годовщины регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова мы продолжаем специальный цикл репортажей о том, как его благотворительные проекты меняют жизни людей. Мы рассказываем, как его команда спасает, поддерживает семьи, дарит надежду тем, кто в ней особенно нуждается. Медина Мударова продолжит. Только на этой улице селения Ведено региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова возвел 3 дома. В каждом из них живет семья со своей особенной историей, которая трогает до глубины души. До 2025 года Азраил Саидов ютился в вагончике вместе со своей семьей целых 17 лет. Говоря об условиях, тут уже все понятно. Их не было от слова совсем. Мужчина получил травму в результате попадания снаряда, еще будучи ребенком. Теперь передвигается только на инвалидной коляске. Для него наличие собственного дома – это не вопрос комфорта, а жизненная необходимость. Мать Азраила, Асма, всегда мечтала обеспечить сына жильем, но возможности не было. Тут на помощь пришел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. أخجم خلقان أوكرانيا دعوجنا اشتهم داشتن غير خاني عقش عشر دير نخيتها محل خقبل صوتي قيقش تليفون توحن اشتشتان كنتي قوخاي تاخكرتخو سنت صدر در ألفا صوت عقيقش أل دوش سخلي سرخص هردايتن شنا هاد يقبا خايتن شنا يدير ريز خلق أيمانينا وترمزانا بزنديل. Сам дом возвели зимой этого года практически за 2 месяца. Есть все условия для комфортного проживания. Мебель, свет, газ, вода. На данный момент в доме идут ремонты по установке теплого пола, чтобы создать жильцам дополнительный уют. Супруга Найбы Хайдаровой парализовала 4 года назад. С тех пор семья потеряла не только кормильца, но и в каком-то смысле члена своей семьи. Мужчина не разговаривает, за него говорит только его взгляд. И эту семью без внимания не оставил региональный общественный фонд. Ежемесячные выплаты, продовольственные продукты, осточение медикаментами и всем необходимым. Найба со слезами на глазах благодарит Аймане Несиевну и Рамзана Кадырова. إشبهرسن وين مقال يلوش وقال أنتي بالغ وخيش أتبق دي شادال يلوش صون ودي شويز تاق سو باش سيمك شليلش مياتي سو مدير دهم داتق دال دينشون العط عشتق ديلي ما دوش عديريكي واي باتشو غوطو يديلي يلشيريز خلصون وزين دالا مسو ساغن يقرص دوخ دوخ غلق ترونسنخ دير دايت بريتا دايت تربي ساعة عيدنا هور وسيخسي هور بتحبوخكسن حقي حوج ساغن شتقطون да قوبل ساعة ويلقي بزنديل. В Веденском районе множество домов, которые возвела благотворительная организация для нуждающихся. Она оказывает поддержку по всем вопросам. Региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова Далазот Хобл Дольцун в Веденском районе регулярно оказывается помощь в виде продуктовых наборов, в виде финансовой помощи, а также в виде жилища. Помощь доводится до малоимущих и остро нуждающих семей, а также семей участников СВО. Нехватка финансов, болезни, несчастные случаи. Во всех этих жизненных ситуациях жители региона находят помощь от благотворительной организации. Она, в свою очередь, помогает каждому и незамедлительно. Мы сегодня рады, что действительно имеем возможность принимать участие в этих благих делах, которые совершает фонд. И хотелось бы выразить огромную благодарность Аймане Несиевне за ее доброе сердце, за ее отзывчивость, за ее сострадание. Беспрецедентными акциями фонд известен на всех континентах мира. Рука помощи доходит до каждого обездоленного. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика.
27 начинающих предпринимателей из Чеченской Республики прошли интенсивный курс, разработанный для поддержки малого и среднего бизнеса. Программа обучения в рамках специального проекта «Свой бизнес» завершилась. В течение недели участники работали с ведущими экспертами в области предпринимательства, финансов и маркетинга, получая необходимые знания и навыки для успешного старта и развития собственного дела. В финальный день они продемонстрировали свои бизнес-проекты, которые планируют реализовать при поддержке наставников. На церемонию награждения прибыли официальные лица субъекта. Выпускникам курса вручили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения. Отметим, что организаторами выступили «Единая Россия», «Опора России», корпорация МСП. Хочу поблагодарить всех организаторов этого проекта и бизнес-тренеров, особенно Садаш и Бекан, Масана Дахмедачун Делрез Холил, Кунабадыгач Коза, Дикум Ама Эми. Когда физически белшба могшаляцах, когда му худа диеза мосом дик объяснить Делрезу Масана. Я участник СО, сейчас уже ветеран СО, сейчас учу на пенсии. Но я вот предложил для реализации проект «Фермер». Мне это раньше знаком этот проект. И цундела дал млагоди дош духуна бу, так и так я догаугда гурбла. В Грозном начал работу Совет главных архитекторов субъектов Российской Федерации муниципальных образований. Официальное открытие прошло с участием заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра экономического и территориального развития региона Рустамом Шаптукаевым. Вице-премьер зачитал гостям приветственное письмо руководителя субъекта. В ходе мероприятия состоялось обсуждение важных тем в формате открытого диалога. Ряд участников встречи были удостоены благодарственными письмами главы региона за выдающиеся профессиональные заслуги. Здесь же было объявлено награждение Рамзана Кадырова высшей наградой Совета главных архитекторов статуэткой «Кентавр». Она вручается за высокие достижения в области архитектуры. В нашем любимом регионе, скажем так. Почему? Потому что вся команда сегодня, координируемая нашим уважаемым главой Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, она создана не как обычные государственные служащие или не как наемные работники. Мы действительно сегодня трудимся во благо нашего региона и во благо нашей родной страны. Мы вкладываем наше время, что является самым ценным, и нашу душу во все то, что мы делаем. Как бы это высокопарно не звучало, но те короткие сроки, за которые удалось достичь таких перспектив и такой динамики развития нашего региона, я думаю, то, что вы видите, это говорит само за себя. И тут не прошли ни десятки лет, не более того периода. На самом деле все это сделано очень в короткие и сжатые сроки. Пятый район имени Владимира Путина в Грозном растет буквально на глазах. Работа кипит даже ночью. Мощные прожектора, десятки единиц техники и сотни рабочих. Так создается современный облик города. С места событий Лимда Жамалдинова. Здесь ночь ничем не отличается от дня. За моей спиной работа в самом разгаре. Тяжелая техника, гул экскаваторов и десятки рабочих, которые словно не знают усталости. Строительство идет круглосуточно. В этом месте закладывается основа одного из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе. Новый район имени Владимира Путина в Грозном – это масштабная жилая и социальная застройка. Работа идет сразу на нескольких участках. Одни бригады заливают фундамент, другие монтируют опоры, третьи прокладывают кабель и трубы под землю. Также идет уплотнение земли для будущей дороги. Свет от прожекторов позволяет работать даже глубокой ночью. Стройка словно не знает сна. Новый
Новый район имени Владимира Путина – один из самых ключевых элементов стратегии развития Грозного. Он займет более 300 гектаров территории и рассчитан на десятки тысяч жителей. Проект курируется лично Рамзаном Кадыровым. Сейчас здесь стройплощадка, но уже завтра на этом месте вырастет новый район. Современный, просторный, амбициозный. Здесь строятся не просто дома, а закладывают будущее республики. День и ночь без остановки. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Время возможностей. В Грозном открылась федеральная ярмарка вакансий «Работа России», где представлены тысячи перспективных рабочих мест со всей страны. Это уникальный шанс найти достойную работу без необходимости уезжать из родного региона. Как проходит карьерное событие, какие предложения ждут соискатели, узнаем у Лимды Джамалдиновой. Все, как и подобает традициям. Почетных гостей встречают национальным чеченским танцем. Торжественное открытие проходит с участием министра труда и социального развития республики. Он приветствует всех и отмечает значимость такого мероприятия для региона. Это мероприятие позволит гражданам, желающим трудоустроиться и найти подходящую для себя работу, а работодателям найти подходящие кадры. На сегодняшний день в Чеченской республике заявлено более 2263 вакансий от работодателей. В рамках данной ярмарки мы можем информировать граждан о наличии вакансий рабочих мест и многих условий. Почетные гости лично пообщались с участниками, посетили стенды и дали высокую оценку организации мероприятия. İşler bahandır, 125 человек было это, дал махтана ишта результат хриюалла, ишта ивашнах бувай, молодежь был ход в республике Ахвай пачха поручению, островой бишбал усилен бог. На сегодняшний день около 4% безубоз паина и худон дальчавай пачха Рамзан маждал доклавай, сундауша политики низ халари, низ например дают шкалегойцу, тагана авай город вен магарм демонстрировал хаздуршу, вадюнян что вен халла вен масяна гушту. Спорткомплекс «Олимпийский» сегодня стал настоящим центром возможностей и масштабного события дня – федеральной ярмарки «Работа России. Время возможностей». Напомним, что чуть ранее проходил и региональный, по итогу которого смогли трудоустроиться многие. Здесь собрались более 70 работодателей, которые предлагают соискателям свыше 2200 вакансий от начальных позиций до квалифицированных специалистов. Мероприятие уже привлекло множество участников – студенты, выпускники, молодые специалисты, те, кто в поиске новой карьеры или хочет сменить профессиональное направление. Фонд «Зайда» больше, чем просто социальная организация. Это платформа, созданная для того, чтобы помогать людям находить себя в профессии, возвращаться на рынок труда и строить карьеру с нуля. В данный момент у нас есть самые разные вакансии, как для непосредственно в проектах заявителя фонда имени Шейха Зайда, так и для сторонних организаций. Мы выступаем как кадровое агентство, где любой желающий, скажем так, может зайти на сайт, зарегистрировать свое резюме, и мы его рассмотрим, проведем собеседование и направим потенциальному работодателю. Также среди участников ярмарки Аргунский мясокомбинат, предприятие, которое многие в республике знают по качественной натуральной продукции. Это не только крупнейший производитель, но и работодатель в регионе. Хороший коллектив, высокая заработная плата, хорошие условия, рабочие места. Хочется внимание уделить нашим новинкам, потому что они только-только выкладываются на полки, и потребителям будет интересно их узнать. Вот краковская есть, очень вкусная, не пожалеете. Есть новинки по вареным колбасам, это бутербродная, сливочная. Также у нас очень вкусные баварские колбаски, и они очень нравятся потребителям. Также здесь активно работает информационная площадка Центров занятости населения, где можно узнать о всех спектрах госуслуг в сфере труда. Консультанты рассказывают, как пройти переобучение, получить поддержку при открытии собственного дела, а также объясняют, как зарегистрироваться в цифровой экосистеме «Работа России», подать заявку на подходящую вакансию онлайн. Расскажите, пожалуйста, каким направлением сегодня интересовались больше всего? Здравствуйте. Сегодня здесь присутствовали сотрудники всех ТЦЗН по всем районам, и по моим подсчетам было выдано больше 100 направлений. Знаете, в основном такие по социальным направлениям в основном было выдано очень много направлений. Знаете, по таким государственным тоже должностям социальным. Также те, кто не мог присутствовать на всероссийской нашей ярмарке физически, так скажем, они могли, у нас ведется видеоконференции, и в онлайн-формате они могли подавать у нас заявки на интересующиеся должности.
Компания «Малико» на рынке 5 лет и известна своим топленым маслом. В этом году производитель расширил линейку и представил новую молочную продукцию, которая заинтересовала гостей ярмарки. Сам логотип имеет тоже свою историю, скажем так. Корни – это чеченский орнамент, и ветки – это наши 9 тукумов. Само название так называли в детстве мою Марнан, и мы решили именно в честь нее назвать наш бренд. Далее уже мы решили расширить ассортимент, добавили туда домашний кефир. Есть также в линейке сыры, копченые сыры, обычные сыры, адыгский, кабардинский, также домашняя сметана, сливки, и планируем дальше расширять ассортимент. А вот аргунская компания мороженых на ярмарке первый раз. Производители признаются, что приятно быть частью такого масштабного события и представлять свою продукцию широкой аудитории. Наша компания начала работать совсем недавно. Мы производим мороженое чеченское. В ярмарке вакансий принимаем участие первый раз. Для того, чтобы познакомиться с нашим брендом, как можно больше людей, одним словом продвигать нашу компанию. Кроме вакансий, ярмарка предлагает участникам уникальную возможность пройти тренинги, получить карьерную консультацию, а главное – познакомиться лично с потенциальными работодателями. Здесь искали работу и находили, получали направление и поддержку. А кто-то, возможно, именно сегодня начал путь к своему делу. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном завершился 3-дневный учебно-методический сбор руководителей подразделений информационного сопровождения территориальных управлений Северо-Кавказского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии. В рамках сбора участники посетили мастер-классы и лекции, а также подвели итоги работы за отчетный период. Обсуждались актуальные вопросы информационного сопровождения деятельности, современные информационные технологии, эффективные практики работы в условиях высокой информатизации. Делегация также посетила региональные телерадиокомпании «Российский университет спецназа» в Гудермесе, где в частности проходят подготовку и росгвардейцы. Заключительная часть была посвящена анализу достигнутых результатов и постановке задач на предстоящий период. Здесь приобрели такой маленький уникальный опыт. Обошли много точек, посмотрели, попробовали, постреляли. Тот случай, когда абсолютно искренне могу сказать: Ахмат, сила. Цокот копыт, восторг трибун и накал борьбы. Ипподром имени Саид-Хусейна Закаева превратился в арену настоящих страстей. Здесь решается, кто достоин звания самого быстрого скакуна сезона. В соревнованиях участвуют лучшие породистые лошади. Уникальные кадры самых зрелищных заездов в репортаже Рамзана Быва. С азартом, скоростью и невероятной мощью стартовали скачки Грозненский Окс на ипподроме имени Саид-Хусейна Закаева. Первый забег на приз реки Сунжа. В нем кобыла конноспортивного клуба «Ахмат» показала лучший результат. 1 минута 27 секунд, придя к финишу первой. Очень рады. План был победить, и получилось, и достаточно уверенно. Надежды оправдались. Верховая езда в республике всегда была популярна, ведь любовь и увлеченность чистокровными и грациозными скакунами в крови у чеченцев. Среди почетных гостей вице-премьер-министр сельского хозяйства Висхан Мацуев. Второй заезд посвящен легендарному скаковому жеребцу английской верховой породы Анилину, трехкратному победителю приза Европы 60-70-х годов 20 века. Скачки на приз Анилина напряженные. В этой гонке для 3-летних чистокровных лошадей сошлись 12 элитных скакунов. На кону не только престижные рейтинговые баллы, но и внушительная сумма – почти 500 000 рублей. В этой гонке первым пришел скакун Муатасим клуба «Ахмат». Третий заезд прошел на дистанции 2 километра. Здесь жеребец под управлением Мырзабека Капушева показал впечатляющее время 2 минуты 9 секунд, также одержав победу. Ахмат скачка, важная скачка перед дербями, дерби, главные горе скачки. И первых, что как полуфинал война, просто на скачки вара. Всего в рамках скачек состоялось 7 заездов. Победители и призеры получили кубки и денежные вознаграждения. Особенно отличились скакуны конноспортивного клуба «Ахмат», завоевав 6 первых мест и ряд призовых.
Мощь лучших скакунов, накал борьбы и трибуны, замершие в ожидании финиша. Зрители стали свидетелями захватывающих заездов, где лучшие наездники и скакуны демонстрировали мастерство. Рамзан Абуев, Маусар Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.